Самая громкая постановка нынешнего театрального сезона республики «Балет «Золотая Орда» прошла на большом эмоциональном подъеме и при рождении стратегических планов для продвижения национального искусства на мировой уровень. Поставленный при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова балет о последних днях великого Золотоордынского ханства поражает роскошью и великолепием. Собственно, с таким расчетом и задумывался дорогостоящий проект, который со временем может стать еще и экспортным. Дмитрий Пивоваров продолжит. В этой постановке дышит каждая деталь. Купаться в роскоши любит каждый, пусть даже и в театральной. Среди многочисленной компаний постановочного процесса у каждого участника свой почерк и голос. Здесь встречаются вымышленные персонажи, так и исторические. Как, например, последний хан Орды Токтамыш. Сложный образ, потому что он как бы не совсем раскрыт у нас. Поэтому хотелось бы как бы побольше, но в спектакле он, конечно, чуть-чуть другую роль играет. Или грозный принц Самарканда, хитрый и расчетливый Тамерлан, вокруг имени которого до сих пор немало загадок. Мне очень интересно достаточно. Я вижу себя в этой роли довольно-таки спокойно. Да, может, что-то я там не доделал. То есть есть какие-то нюансы. Как только можно. На премьере «Золотой Орды» по-прежнему можно увидеть немало лиц, не нуждающихся в представлении. Разговоров много и о постановках на национальные темы в театрах, находящихся вне Москвы и Петербурга, и государственной политики в области искусства, производящего авторский эксклюзивный спектакль. Последние десятилетия уже третья большая постановка. Это и «Любовь поэта», и Исаевцев, и сегодня великолепно, значит, «Золотая Орда» поставлена. И главное же, это наша непосредственная история. Мы, возрождая как бы наследие материальное, одновременно параллельно возрождаем и наше духовное наследие. Будучи ограниченными жанровыми и временными рамками, нельзя полностью утолить информационный голод о событиях прошлого в художественном обрамлении. Это не историческое эссе, не философский трактат, а сценическая версия, где главной силой является любовный треугольник на фоне политики. Так, собственно, и было самой притягательной деталью в театре. Когда мы получаем такое удовольствие, когда все едино, когда музыка, либретто, исполнители, художник и хор, и кардебалет, и они все на самом высоком уровне. Это поражает, конечно. Ну и что, просто на пальцах можно пересчитать такие спектакли. Поэтому я считаю, что это явление. Что касается темы Булгар, Золотоордынского и Казанского ханства, это похожая история с продолжением. Об этом говорит постановщик «Золотой Орды» Георгий Ковтун, в планах которого и новый проект о Болгарской черной палате и легендах древних булгар. Музыку к будущей постановке напишет молодой композитор Эльмир Низамов. Мы там были, я смотрел место, где все это происходило, и мы придумали очень, кажется, удивительный спектакль. Это будет опера. Опера совершенно очень хочется, совершенно с новыми техническими возможностями, типа 3D. Приходится обрастать информацией, как бы и посмотреть фильмы, и где-то что-то почитать, чтобы потом было легче передать это зрителю. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».